года. И давайте начинать тоже спрошу слово благодарности для очень активного участия. Я хочу подчеркнуть, опять же, что это было не только вот это однодневное мероприятие в рамках этого национального форума, но мы тоже организовали 2 мастер-класса вот 6 и 7 февраля, где мы обсуждали более подробно вопросами, особенно привлечения вот этого частного сектора в развитии неформального сектора, повышения квалификации образования, плюс тоже вопросами, особенно валидации, сертификации в рамках не только нашего проекта, но особенно в рамках новых центров независимой сертификации и валидации при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики. Я хочу особенно подчеркнуть, что в рамках этого национального форума приняли участие не только вот это государственное учреждение, но особенно вот эта компания, тоже бизнес-ассоциация. Это был форум, который был организован со стороны Министерства экономики и коммерции, особенно потому, что вот эта тема была инновации и образования работодателей и бизнес-ассоциации как драйверы развития и трансформации неформального образования. Почему это так важно? Ну, это, по-моему, само собой разумеется. Это, конечно, с одной стороны важно для предприятий, что они особенно имеют и возможность выразить свои мнения, как можно особенно, ну, как сказать, повысить квалификацию их сотрудников. Но с другой стороны, это не только вот этот вопрос, кто это представляет, такие же навыки. Это тоже, конечно, само собой разумеется, что особенно частный сектор должен принимать участие активно в этом процессе. В смысле вот этого, что они должны и работать в сфере вот этого провайдера таких образования. Мы тоже, вот, конечно, вот этого важно нам было, что там принимали участие тоже в этом провайдере, конечно, неформального образования, формального образования, как сегодня тоже вот есть представители формального образования. Поэтому я тоже вот это очень благодарен, что это тоже показывает, как вы уже сказали, тесную связь между формальным и неформальным сектором образования. Тоже как у нас приняли участие представители гражданского общества, как сегодня тоже приняли участие. И, конечно, ведущие специалисты в области образования и профессионального образования в целом этой страны. В конце концов, конечно, вот это тоже международные партнеры, которые представляли тоже их опыт приняли участие. Особенно я благодарен, что в рамках вот этого не только мастер-класса у нас тоже были представители из Литвы и из Грузии, которые там тоже вот это не только моделировали, но тоже и дали свои опыты. В рамках этого вот форума цели были разные. Я просто хочу помянуть, что мы сначала думали, что это, конечно, очень большая возможность, чтобы, наверное, вот подчеркнуть значимость неформального образования для развития экономики в целом и тоже для, можно сказать, для личного роста каждого гражданина вот этого Кыргызской Республики. Мы и хотели обсуждать ключевые направления развития. И особенно вот это был, конечно, форум для обмена вот успешным опытом, не только из стран, как вы уже сказали, Грузии и Латвии, но тоже приняли участие вот представители из Казахстана и тоже Узбекистана. И, конечно, тоже возможно, что, ну, особенно подчеркнуть, какие препятствия мы сейчас видим в реализации этого неформального образования. Тоже, конечно, может быть, не так сильно, как желательно, мы обсуждали вопросы эффективности этих программ, которые сейчас существуют. Но я думаю, что в рамках вот этого рабочей группы мы можем фокусировать побольше на этой тематике. И тоже в рамках вот этого своего мастер-класса были тоже сформулированы несколько рекомендаций, о которых я хочу сказать еще несколько слов. Следующее. Спасибо. Но то во время я хочу еще просто тоже вам напоминать самое вот этот, ну, структуры неформального образования. Тоже вот этот закон в образовании 23-го вот этого версии, там тоже было написано, что есть, конечно, сектор не только формального, но тоже неформального и информального образования. Я думаю, что это особенно важно, потому что сейчас уже существует какая-то хорошая налоговая база для развития неформального образования. Тоже, конечно, связано с вопросом сертификации и валидации этого неформального и информального образования.
Мы, как проект ЧБР, фокусируем особенно на вот этом формальном образовании, в смысле вот это, что мы представляем сейчас в рамках нашего модели Go, так называемые базовые навыки для предприятий и их сотрудников. У нас сегодня тоже есть представители, вот, особенно наших консультантов и тоже вот тренеров, которые уже реализовали довольно много проектов в предприятиях. Я только могу сказать, что мы очень рады, что у нас есть очень позитивная обратная связь. В рамках тоже сборочного руководящего комитета мы будем об этом немножко больше рассказать, но я хочу особенно подчеркнуть несколько моментов. Во-первых, Go-модель функционирует. Это, может быть, не хочу сказать, это сюрприз, но это, конечно, модель, которая была разработана на базе вот этого швейцарского, но особенно экономических условиях. Надо, конечно, адаптировать. Это мы сделали, и только могу подчеркнуть, что в рамках этого первого пилотного проекта мы потихонечку тоже адаптировали этот Go-модель, и это сейчас довольно хорошо работает, в смысле вот это провести начало диагностики, какие востребования существуют на конкретном рабочем месте. Во-вторых, в рамках вот этого нашего TOT мы обучали и ряд вот этого тренеров, консультантов, которые сейчас уже после проведения нескольких вот этих проектов в рамках модели Go имели довольно много обратной связи со стороны предприятий, в смысле, что это особенно важно, что мы фокусируем не только на профессиональные навыки, в смысле технические или hard skills навыки, но тоже на мягкие навыки, базовые навыки. Это вопросы, прошу прощения, тоже профессионального чтения, это математические навыки, это, конечно, тоже навыки, как работать в команде, коммуникабельность и коммуникации. Поэтому я думаю, что это тоже показывает особенно важность этого системы и что, как я уже сказал, что это функционирует тоже здесь, в особенных условиях здесь, в Киргизской республике. В рамках вот этого проекта мы уже провели более чем, мы уже обучали более чем 400 вот сотрудников разных предприятий, особенно в сфере вот текстильного и хорика бизнеса. В этом случае я хочу еще подчеркнуть, что тоже в рамках нашего проекта мы провели какой-то анализ секторов, где мы будем работать в рамках вот нашего проекта. Я хочу еще выразить или вот вам объяснить, рассказать, какие секторы мы сейчас фокусируем. Во-первых, текстильный, хорика, строительство, ИКТ, сельское хозяйство и тоже зеленые навыки. Сектор туризма сейчас, к сожалению, не в фокусе еще, это было тоже решение со стороны вот этого наших партнеров, но это, по-моему, можно объяснить таким образом, что уже последние фактов лет было довольно много проектов, связанных с поддержкой туризма, что мы сейчас фокусируем все-таки на сектор хорика, по-моему, это очень хорошо, потому что это сектор, где довольно много людей трудоустроены. Но с другой стороны, особенно вот, если мы говорим конкретно туристический сектор, мы не можем это поддержать в рамках этого проекта. Что касается еще, опять же, вот этого базовые навыки на рабочем месте. Мы только и начинали работать в регионах. Первые проекты Go реализовать тоже в Ашье. И в том числе я хочу вам проинформировать о том, что у нас сейчас существует сеть так называемых региональных координаторов по всем регионам Киргизской республики, кроме Тараса. Значит, мы сейчас тоже не только фокусируем на Бишкекском, Чувском регионе, но особенно мы начинаем сейчас и работать по всей стране. Я думаю, что это тоже, конечно, очень хорошо, но все-таки наши возможности, как всех проектов, немножко ограничены, и все-таки я думаю, что это важно, что мы тоже представляем поддержки, например, предприятиям тоже под Кении, на Линии, Исикульским, Джалабадским и другим областям. Следующий, пожалуйста. Ну давайте, еще какие результаты у нас были? Рекомендации для ЧБР. Опять же, вы получили, конечно, все эти презентации, я хочу просто выразить самые важные моменты. Во-первых, если мы говорим о том, что особенно фокусируется на вопрос участия частного сектора и развития профессиональных навыков, тогда это, конечно, проблема, что многие работодатели в Киргизстане не решаются вкладывать средства в обучение персонала, текущих кадров. Это
общая проблема. И, честно говоря, я не могу это в полной мере это понять, потому что, с одной стороны, довольно много предпринимателей говорят о том, что, к сожалению, у нас не хватает специалистов, но, с другой стороны, если не инвестируешь, тогда трудно получить такие же очень хорошие специалисты. Это просто так. Но, с другой стороны, я тоже могу понять, если там есть, особенно в текстильном секторе, ну, иногда текучество от 40 до 50%, тогда, конечно, вопрос возникает, стоит ли это инвестировать в развитие персонала. Но там есть тоже хорошие примеры предприятий, где это текучество только до 20%. Почему так? Потому что там рабочие условия лучше, там тоже вот зарплаты, по-моему, более адаптированы востребования тоже вот специалистов. Есть еще другие тоже мягкие навыками. Есть какие-то элементы, которые мы можем на это все работать, но все-таки это, конечно, по-моему, самая большая проблема в рамках тоже проекта неформального образования, что мы хотим держаться сегодня на таких же моментах. Что касается таких же рекомендаций, это было просто, я хочу вам это самое важное. Это особенно вот мнение участников дискуссий, семинаров и мастер-классов. Это не значит, что мы думаем, что все вот эти рекомендации можно реализовать, или что мы тоже понимаем, что все это анализы, это правильно сделано. Просто хочу сказать, что это было очень-очень сильно выражено среди наших участников. Рекомендации. Задействовать повышение осведомленности и стимулирование неформального образования. Это особенно вот значит, что мы должны и организовать регулярные семинары, тоже для работодателей, как можно и принимать участие в этом процессе разработки краткосрочных курсов и так далее. Организовать какое-то деловое сотрудничество. Это, конечно, тоже важный момент, что особенно, что мы в рамках нашего проекта представляем довольно много мест для диалога, как, например, рабочие группы, так и национальный форум. Мы будем провести в мае-июне этого года какой-то региональные семинары, чтобы там тоже им дать возможность узнать побольше не только о проекте, но о, как сказать, возможности неформального образования в целом. Расширить сотрудничество работодателей и образовательных учреждений. Это, конечно, тоже связано с вопросом, кто будет организовать такие краткосрочные курсы. Есть регионы, где там почти не существует частных провайдеров. В этом случае нужно, конечно, и повысить квалификации и усовершенствовать представление краткосрочных курсов со стороны государственных учреждений. Но это тоже, конечно, имеет свои плюсы и минусы. Там есть, конечно, те лицеи, те колледжи, которые имеют такие же возможности. Есть, конечно, те, где можно еще поддержать этот процесс, особенно как можно развивать такие краткосрочные курсы на базе востребования предприятий. Расширить сотрудничество работодателей, модернизировать роль ТПП и бизнес-ассоциации. К сожалению, сегодня представители ТПП не могут принять участие, но, честно говоря, эта ситуация в целом стране, что у нас есть, конечно, те ассоциации, которые работают по всей стране, особенно вот АДЖИА и тоже вот ТПП. Но, с другой стороны, по сравнению других стран, к сожалению, роль ТПП очень ограниченная. Это мы не можем, как сказать, поменять в смысле вот в рамках нашего проекта, но это было тоже какое-то сильное выражение вот мнения тоже вот представителей из Казахстана, где там работает, конечно, вот этот палата предпринимателей Атамекен. И это, конечно, совсем другая структура, это тоже тогда вопрос, который, по-моему, стоит обсуждать тоже с Министерством экономики и коммерции, как можно улучшить роль вот этого ТПП. Следующий момент. Что касается тогда особенно аспекты вот визовой системы образования и подготовки кадров. Там, конечно, вот это важно, что мы будем и посмотреть, как можно увеличить финансовые инвестиции в обучение навыками в целом. Это, конечно, вот это тоже какая-то в рамках нашего проекта мы будем тогда особенно вот разработать механизм целевого финансирования программ повышения квалификации, но самый важный момент это, конечно, готовность предприятия инвестировать их в развитие навыков и персонала. Мы сейчас понимаем, что довольно много предприятий готовы заплатить за вот этого краткосрочный курс на базе вот этого модели Go. Это большой успех.
Потому что до сих пор мы предлагали вот этот курс еще в кавычках бесплатно, но сейчас мы переходим вот к системе, где нужно заплатить до 50%. И цель это, конечно, что предприятие понимает, это для нас очень выгодно, мы будем заплатить 100%. Это невозможно во всех регионах, это тоже понятно. Поэтому у нас будет сейчас тоже развивать какой-то механизм, как мы можем поддержать вот предприятия в тех регионах, где, может быть, экономические условия не так благополучны. Что касается тогда, особенно вот этого адаптировать процессы управления, тоже вот это в рамках вот этого учебных заведений. Это особенно вот вопросы, как можно изучить сотрудничество между частным сектором и тоже вот это руководство учебных заведений формального образования. Я думаю, что это тоже вопросы, которые мы будем обсуждать с Министерством образования и науки, потому что, конечно, сейчас, по-моему, уже существует какой-то автономность, может быть, еще немножко ограниченный, но все-таки там есть какая-то возможность, каким образом они тоже как-то могут более активно принимать участие в процессе представления вот этого краткосрочных курсов. Поэтому надо еще подчеркнуть и посмотреть, как мы можем это реализовать и адаптировать этот процесс в будущем. Использовать возможности неформального образования и неформального профессионального образования в целом, это значит, что особенно мы хотим особенно посмотреть, каким образом частные провайдеры могут использовать, может быть, какое-то оборудование, которое уже существует в лицеях и колледжах формального образования, чтобы там представить краткосрочные курсы. Я только вижу, что вы, по-моему, готовы этого делать. И, например, в этом контексте мы и обсуждаем конкретно с Центром независимой сертификации и валидации, каким образом они могут тогда и представить ваше оборудование, особенно в швейной машины, для проведения краткосрочных курсов. Потому что сейчас там не так часто происходит какой-то процесс валидации, но оборудование там существует, но, к сожалению, не используется. Поэтому давайте разрабатывать какой-то бизнес-модель, как можно это тогда использовать. Следующий момент. Тогда еще вот это особенно вопросы, как сказать, какой-то административной барьеры. Это, конечно, особенно важно, что мы хотим содействовать и усилению институционального управления, профессионального управления, что касается особенно формального и неформального образования. Это, я думаю, что это понятно, что особенно те, которые представляют формальное образование, должны получить дополнительную информацию, каким образом можно и провести курс повышения квалификации, как можно это более эффективно сотрудничество и тоже какие элементы финансирования там существуют. Принять отраслевый подход и планирование рабочей силы. Это особенно сильно было предложение со стороны опыта Грузии и тоже тоже в Литве. Почему? Потому что сейчас в рамках нашего проекта мы организовали тоже так называемые секторные семинары, чтобы там разрабатывать какую-то конкретную программу образования текстильного сектора и тоже хорика. Но это, по-моему, только начало. Я знаю, что в прошлом там были какие-то секторные советы, но, к сожалению, до сих пор они не так хорошо работают. И это, я думаю, что это очень-очень важно, что мы и тоже с нашими коллегами Минобразования обсуждаем, каким образом можно укрепить тоже вот это сотрудничество. Потому что во всех странах, честно говоря, тоже ближайшие зарубежья в Узбекистане и Казахстан существуют такие секторы совета, и они работают. Они представляют конкретное представление и тоже, как сказать, просто какие навыки нужно развивать и особенно каким образом можно это делать. Путем краткосрочных курсов, более усовершенствования формальной программы обучения и так далее. Потом еще приоритизировать реформы, дающие быстрые результаты. Это особенно связано, например, в рамках тоже нашей модели Go. Это не модель, которую только мы как проект будем представлять, но это идея, что особенно частные провайдеры, консультационные фирмы, они должны использовать эту модель, чтобы предоставить хорошие, качественные сервисы для предприятия. Поэтому я думаю, что это тоже очень важный момент, что мы будем и фокусироваться особенно на повышении квалификации возможных частных провайдеров. Следующий момент. И такая уже, по-моему, последний. Я думаю, что это самые важные элементы в рамках этого национального форума. У нас это было очень
важной площадкой для обсуждения, чтобы получить обратную связь со всех сторон, которые, по-моему, влияют сильно на развитие информации и образования. И я только могу сказать, что мы, конечно, были бы очень благодарны и от вас, какой-то обратной связи, каким образом мы можем, может быть, усовершенствовать эту концепцию национального форума. Мы планируем следующий форум в феврале следующего года. Этот раз мы будем это организовать вместе с Министерством трудом. Министерства труда, потому что это, конечно, вот это важно, что мы фокусируем особенно на трудоустройстве тех населения крестьян, которые сейчас находятся в стадии вот этой безработицы или где хочет начинать работать, но им просто не хватает конкретной навыки. Поэтому я думаю, что это будет тоже для нас очень важно, особенно представителей Министерства труда,